Надия Мурад. Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с исламским государством. В начале лета 2014 года, когда я собиралась идти в последний класс средней школы, в полях рядом с Кочу пропали два фермера. Кочу – небольшой езидский поселок на севере Ирака. Там я родилась. И там, как я когда-то считала, мне предстояло прожить всю жизнь. Фермеры отдыхали в тени старого домотканого навеса и не успели глазом моргнуть, как оказались в соседней деревне, населенной в основном арабами-суннитами. Вместе с ними похитители почему-то забрали курицу с цыплятами. Может, они просто проголодались? Усмехались мы. Хотя эта шутка никого не успокаивала. На моей памяти Кочу всегда был езидским поселком. Он основан кочевниками, земледельцами и пастухами, которые пришли в эту глухомань и построили дома, чтобы защищать своих жен от пустынной жары, пока они сами пасут овец, переходя с одного пастбища на другое. Они выбрали землю, подходящую для возделывания, но в опасном месте, на дальней южной окраине района Синджар, где обитает большинство иракских езидов, и очень близко к неезидскому Ираку. Первые езиды прибыли сюда в середине 1950-х, когда эти земли, принадлежавшие владельцам из Мосула, обрабатывали арабы-сунниты. Чтобы приобрести их, езиды наняли юриста-мусульманина, который до сих пор почитается как герой. К моменту моего рождения Кочу разросся до поселка из 200 семей, так тесно связанных друг с другом, что они, по сути, были одной большой семьей. Земля, кормившая нас, одновременно делала нас уязвимыми. Кочу расположен далеко от старых поселений езидов, укрывшийся за высокой вытянутой горой Синджар. На протяжении столетий нас преследовали за религиозные убеждения. Мы были зажаты между суннитами-арабами и суннитами-курдами, которые хотели, чтобы мы отказались от своего наследия и стали курдами или арабами. Я выросла ближе к Сирии, чем к нашим главным святыням, ближе к Мосулу, чем к безопасности. До 2013 года, когда между Кочу и горой наконец-то проложили асфальтированное шоссе, дорога до ее подножия через город Синджар занимала почти час. Поездка к горе была развлечением. В Синджаре продавались конфеты и сэндвичи с бараниной, которые в Кочу не делали. И мой отец почти всегда покупал нам все, что мы хотели. В пути наш пикап поднимал клубы пыли, но мне все равно нравилось ехать в кузове под открытым небом. Я лежала на животе, пока мы не выезжали из деревни, подальше от глаз любопытных соседей. А потом поднималась, подставляла волосы ветру и разглядывала пасущийся вдоль дороги скот. Увлекаясь, я привставала все выше и выше, пока мой отец или старший брат Эйлас не кричали, чтобы я вела себя осторожней, а не то вывалюсь из кузова. С другой стороны, от сэндвичей из баранины и надежной горы тянулся Ирак. В мирное время, если мы не торопились, то подбрасывали какого-нибудь езида-торговца к ближайшей суннитской деревне, чтобы он продал там зерно или молоко. В соседних поселках у нас были друзья, девочки, с которыми я виделась на свадьбах, учителя, которые в течение учебного года ночевали в школе Кочу, мужчины, которых приглашали подержать наших мальчиков-младенцев во время ритуального обрезания. И они становились для езидских семей кириф, своего рода крестными отцами. Врачи-мусульмане приезжали лечить нас, а торговцы-мусульмане привозили платья и конфеты,
которых было не найти в немногочисленных лавках Кочу. Подростками мои братья часто отправлялись в соседние неезидские поселки на подработку. Отношения между нами осложняли столетия взаимного недоверия. Трудно было не заметить, как гость-мусульманин на свадьбе отказывается от наших блюд, как бы вежливо ему их ни предлагали. Как некоторые старые езиды не берут угощения из рук мусульман, вспоминая историю отравления. Но все же это можно было назвать дружбой. Мы пронесли ее через времена османского владычества, британское колониальное правление, эпоху Саддама и американскую оккупацию. Мы, обитатели Кочу, особенно гордились своими тесными связями с жителями суннитских деревень. Но когда в Ираке начались военные действия, точнее, продолжались, поскольку они, похоже, не прекращались, эти деревни стали тучей, нависшей над нашим маленьким езидским поселком. Все старые предрассудки переродились в ненависть, а ненависть порождает насилие. С тех пор, как в 2003 году началась война Америки с Ираком, позже превратившаяся в жестокую междоусобицу, а под конец и в полномасштабный терроризм, мы все больше отдалялись друг от друга. Соседние деревни укрывали экстремистов, угрожавших христианам и мусульманам-несуннитам. Они считали езидов кафирами, то есть неверными, которых не зазорно убивать. В 2007 году экстремисты взорвали цистерну с топливом и 3 машины в 2 езидских поселках, километрах в 15 от Кочу. Погибли сотни человек, решивших, что в машинах привезли товары на рынок. Езидизм – это древняя монотеистическая религия. Она распространяется устно духовными людьми, которым поручено излагать наши истории. Многие ее элементы схожи с другими религиями Ближнего Востока. От митраизма и зороастризма до ислама и иудаизма. Но она поистине уникальна, и понять ее трудно даже тем духовным людям, которые должны ее объяснять. Я представляю себе свою религию как древнее дерево с тысячами колец, и каждое кольцо – рассказ из долгой истории езидов. К сожалению, большинство этих рассказов трагичны. Сегодня в мире проживает всего около 1 миллиона езидов. Сколько я помню себя и насколько я знаю то, что было до моего рождения, мы всегда определяли себя как единый народ именно через религию. Но она же и делала нас целью для более могущественных народов и групп, от оттоманов до баасистов Саддама, которые нападали на нас или заставляли перейти на свою сторону. Они оскорбляли нашу религию, утверждали, что мы поклоняемся дьяволу, называли нас нечистыми и требовали, чтобы мы отреклись от своей веры. Многие поколения езидов переживали гонения, которые должны были уничтожить нас, обратить в другую религию или просто согнать с земли и лишить нас нашего имущества. До 2014 года нас пытались уничтожить 73 раза. Мы называли такие гонения османским словом «ферман», еще до того, как узнали слово «геноцид». Так что неудивительно, что вся деревня впала в панику, когда за 2 похищенных фермеров потребовали выкуп. $40 000, заявили похитители по телефону. Или приходите к нам с детьми, чтобы всеми семьями принять ислам. Иначе этих мужчин, сказали они, убьют. Но вовсе не деньги заставили их жен в слезах упасть на колени перед нашим Мухтаром или деревенским старостой Ахмедом Джассо. Да, $40 000 совершенно нереальная сумма. Но в конце концов, это всего лишь деньги. Мы знали, что фермеры скорее согласятся погибнуть, чем перейти в другую веру. Поэтому жители заплакали от радости,
узнав, что заложникам удалось бежать. Они вылезли через разбитое окно, пробрались по пустынным полям и явились домой живые, в пыли по колено и задыхающиеся от волнения и страха. Но похищения на этом не прекратились. Вскоре после этого пропал Дишан, человек, которого мое семейство Таха наняло пасти овец. Его похитили на поле, неподалеку от горы Синджар. Это стадо моя мать и мои братья собирали годами, и каждая новая овца была для нас новой победой. Мы гордились этими животными, любили их, и когда они не паслись, держали их во дворе. Ежегодная стрижка была настоящим праздником. Мне нравилось смотреть, как мягкая шерсть облаками падает на землю, чувствовать ее резкий запах и слушать, как тихо и покорно блеют овцы. Я обожала спать под толстыми одеялами, которые моя мать Шами делала из овечьей шерсти, набивая ее между лоскутками разноцветной ткани. Иногда я так привязывалась к какому-нибудь ягненку, что мне приходилось убегать из дома, когда его собирались зарезать. Когда похитили Дишана, у нас было более 100 голов. Целое небольшое состояние. Вспомнив о том, что в прошлый раз похитители забрали курицу с цыплятами, мой брат Саид поехал к горе Синджар проверить овец. Уж, конечно, они их угнали. Плакали мы. Эти овцы – все, что у нас есть. Но Саид позвонил матери и удивленно сообщил, что взяли только 2 животных – старого малоподвижного барана и молодую овечку. Остальные мирно паслись, пощипывая буро-зеленую траву, и послушно пошли за братом домой. «Не понимаю», – сказал он. «Эти деревенские жители не богаты. Почему они не забрали овец?» Ему казалось, что это неспроста. На следующий день после похищения Дишана в Кочо начался переполох. Жители и солдаты, дежурившие на блокпосту у стен деревни, присматривались к каждой незнакомой машине. Хезни, один из моих братьев, работал в городе Синджар полицейским. Вернувшись со службы, он присоединился к другим мужчинам, громко обсуждавшим ситуацию. Дядя Дишана настаивал на месте. Он решил возглавить набег на деревню суннитов к востоку от Кочо. «Заберем 2 их пастухов!» — в ярости кричал он. «Тогда им придется вернуть Дишана». План был рискованным, и не все поддерживали дядю Дишана. Даже мои братья, унаследовавшие храбрость и вспыльчивость от отца, не пришли к единому мнению. Саид был всего на пару лет старше меня и всегда мечтал показать себя героем. Он тоже рвался к мести, но Хизни, самый старший и самый серьезный из нас, считал это опасной затеей. И все же дяде Дишана удалось найти себе союзников. Вместе они выследили и похитили 2 пастухов из арабов-суннитов, привели их к Кочо, заперли в доме дяди Дишана и стали ждать. Большинство споров в поселке решал Ахмед Джассо, наш прагматичный и осторожный Мухтар, который стоял на стороне Хизни. «У нас и так сложные отношения с суннитскими соседями», — сказал он. «Кто знает, что они сделают, если мы попытаемся решить это дело силой?» Он предупредил, что ситуация вокруг Кочо ухудшилась. Многие деревни захватила группа, называющая себя «Исламским государством», которая зародилась в Ираке и за последние годы набрала силу в Сирии. Мы уже видели ее людей в черных одеждах, разъезжающих в грузовиках по окрестным дорогам. «Ты только сделаешь хуже», — предупредил Ахмед Джассо дядю Дишана. Так что не прошло и дня, как пастухов суннитов освободили. Сам же Дишан оставался в плену. Ахмед Джассо был умным человеком, и его семья умела договариваться с арабами-суннитами на протяжении нескольких десятилетий. Все в поселке обращались к ней со своими проблемами,
да и за его пределами эти люди славились как мастера переговоров. И все же некоторые решили, что на этот раз Ахмед проявил малодушие и показал террористам, что езиды не готовы защищать своих. Между нами и исламским государством стояли лишь курдские военные отряды Пешмерга, которых Курдский автономный район послал охранять Кочу 2 месяца назад после падения Мосула. Мы относились к этим Пешмерга как к дорогим гостям. Они спали на тюфяках в нашей школе, и каждую неделю какая-нибудь семья забивала для них ягненка. Большая жертва для бедных деревенских жителей. Я тоже смотрела на них с восхищением. Я слышала, что курдские женщины из Сирии и Турции воюют против террористов с оружием в руках. И эта мысль наполняла меня храбростью. Некоторые, в том числе и мои братья, считали, что нам должны разрешить самим охранять деревню и дежурить на блокпостах. Брат Ахмеда Джассо, Наив, попытался убедить курдские власти позволить ему сформировать езидский отряд Пешмерга, но к нему не прислушались. Никто не хотел вооружать езидов и позволять им воевать против террористов. Пешмерга убеждали нас, что пока они находятся тут, нам не о чем беспокоиться. Они будут защищать езидов так же самоотверженно, как и столицу иракского Курдистана. «Мы скорее позволим пасть Эрбилю, чем Синджару», — говорили они. Нас убеждали верить им, и мы верили. И все же многие семьи в Кочу держали дома оружие. Старые автоматы Калашникова и большие ножи, которыми по праздникам забивали животных. Езидские мужчины, и в том числе и некоторые мои старшие братья, служили в пограничных патрулях или в полиции. После 2003 года их стали брать на эту работу. Мы знали, что наши мужчины смогут защитить свои семьи. Именно они, а вовсе не Пешмерга, после нападения 2007 года своими руками соорудили земляной вал вокруг поселка. Круглый год, днем и ночью они патрулировали этот вал, останавливая проезжающие машины у импровизированных блокпостов и следя за незнакомцами. Со временем мы почувствовали себя в безопасности. Казалось, мы вернулись к нормальной жизни. Похищение Дишана вновь разбудило панику. Но Пешмерга не вмешивались. Возможно, они видели в этом эпизоде лишь мелкие дрязги между соседними деревнями и считали, что Масуд Барзани, президент иракского Курдистана, не для этого посылал их охранять Курдистан и незащищенные области Ирака. Некоторые солдаты выглядели не старше Саида, самого младшего из моих братьев. Но война изменила людей, особенно мужчин. Не так давно Саид играл в куклы со мной и с нашей племянницей Катрин, еще не зная, что эта игра не для мальчиков. А теперь он был буквально одержим битвой, охватившей Ирак и Сирию. Однажды я застала его за просмотром видео по телефону. Он смотрел, как боевики исламского государства обезглавливают своих пленников, и повернул телефон так, чтобы было видно и мне. Потом в комнату зашел наш старший брат, Масуд, и пришел в ярость. «Зачем ты показываешь это Наде?» — кричал он на Саида, сжавшегося от страха. Но я понимала его. Трудно было не думать о мрачных событиях, происходящих так близко от нашего дома. Когда я вспоминала о попавшем в плен пастухе, в моей голове то и дело возникали те сцены из видео. Если Пешмерга не помогут нам вернуть Дишана, придется что-то сделать мне, подумала я и выбежала из дома. Я была самой младшей из детей, да еще и девочкой. И все же я привыкла, что к моему мнению прислушиваются, а рассердившись, чувствовала себя большой и сильной.
Наш дом располагался недалеко от северной окраины поселка и представлял собой вереницу одноэтажных комнат из глиняных кирпичей, словно бусы на нитке, соединенных проходами без дверей. Все они вели в большой двор с огородом и печью для выпечки хлеба под названием тандур. Там же, во дворе, часто спали куры и овцы. Я жила со своей матерью, 6 из 8 братьев и 2 сестрами, а также с 2 невестками и их детьми. По соседству с нами жили другие мои братья, единокровные сестры и большинство моих теток, дядей и двоюродных братьев и сестер. Зимой во время дождей крыша протекала, а летом там стояла ужасная жара, словно внутри иракской печи. Поэтому мы спали на крыше, забираясь туда по лестнице. Когда какой-нибудь участок крыши проседал, мы укрепляли его металлическими пластинами, взятыми в мастерской Масуда. А если нам требовалось больше места, то сооружали еще одно помещение из глиняных кирпичей. Мы копили деньги на новый дом, более основательный, из цементных блоков. И с каждым днем наша мечта становилась ближе. Я пробежала через центральный вход в комнату, которую делила с другими девочками. Там стояло зеркало. Повязывая голову светлым шарфом, под который я обычно убирала волосы, когда пропалывала грядки с овощами, я воображала себя боевиком, готовящимся к сражению. Благодаря постоянному физическому труду я была сильнее, чем казалось. И все же я не имела ни малейшего представления, что буду делать, когда увижу, как через Кочу проезжают похитители или люди из их деревни. Что мне им сказать? Террористы забрали нашего пастуха и увели его в вашу деревню. Потренировалась я перед зеркалом, состроив хмурую гримасу. Вы могли их остановить. По крайней мере, вы можете сказать, куда вы их увезли. Во дворе я подобрала палку вроде пастушьего посоха и бросилась к центральной двери, возле которой стояли несколько моих братьев с матерью. Они были увлечены разговором и почти не обратили на меня внимания. Через несколько минут по главной дороге проехал белый пикап из деревни похитителей. 2 мужчин сидели на передних сиденьях и 2 на задних. Я немного знала этих арабов из суннитского племени, которое похитило Дишана. Мы смотрели, как машина в облаках пыли движется по поселку. Медленно и уверенно, как будто они совсем не боялись. У них не было никаких причин ехать через Кочу. Дороги между городами вроде Сенджара и Масула проходили в стороне от деревни. Поэтому все выглядело так, словно они решили нас подразнить. Я выбежала на середину дороги и встала на пути автомобиля. «А ну стойте!» — кричала я, размахивая палкой над головой и пытаясь казаться выше и больше. «Говорите, где Дишан?» Чтобы затащить меня в дом, потребовались усилия доброй половины семейства. «Что это ты задумала?» — распекал меня Иляс. «Хотела напасть на них? Разбить стекло?» Он с другими моими братьями и сестрами только что вернулся с поля, и от него пахло луком и потом. Все решили, что мой поступок – это просто безрассудная детская выходка. Мать тоже рассердилась на меня за то, что я выбежала на дорогу. Обычно она терпела мой непокорный нрав, и ее даже забавляли мои выходки. Но в те дни все были на взводе. В самом деле не стоило привлекать к себе внимание, особенно если ты молодая незамужняя девушка. «Сядь и подумай», — строго сказала мать. «Тебе должно быть стыдно, Надя. Это не твое дело. Об этом позаботятся мужчины». Жизнь продолжалась. Обитатели Ирака, особенно езиды и другие меньшинства, быстро привыкают к новым угрозам.
ничего другого не остается, если хочешь сохранить подобие нормальной жизни в стране, которая разваливается на части. Порой, чтобы привыкнуть к новым опасностям, нужно лишь немного обуздать свои мечты. Забыть о том, что хочешь окончить школу, устроиться на не слишком тяжелую работу и удачно выйти замуж. Это совсем не трудно, особенно если убедить себя, что твои мечты с самого начала были несбыточными. Иногда привыкание происходит постепенно, и этого даже не замечаешь. Мы переставали общаться с девочками-мусульманками в школе и в страхе прятались по домам, когда в поселке появлялись незнакомцы. Мы смотрели новости о терактах, и нас все больше волновала политика. Кто-то вообще прекращал говорить о политике, чувствуя, что безопаснее хранить молчание. После каждого теракта мужчины добавляли участок к земляному валу вокруг Коччу, пока он полностью не огородил поселок. Но поскольку мы все равно не ощущали себя в безопасности, мужчины вырыли вокруг него ров. Много поколений подряд мы привыкали к боли и несправедливости и научились не замечать их. Я думаю, именно поэтому мы не реагировали на мелкие оскорбления, например, когда от нас не принимали угощение. Человеку со стороны, должно быть, это показалось бы очень грубым. Езиды привыкли даже к угрозе очередного фермана, хотя вспоминать о ней было неприятно и больно. Дишан оставался в плену, а я присоединилась к своим братьям и сестрам на луковых полях. Созревали овощи, которые мы посадили несколько месяцев назад, и если мы их не соберем, то не соберет никто. Если мы их не продадим, у нас не будет денег. Поэтому мы все, выстроившись в ряд, двигались на корточках среди зеленых ростков, выдергивая по несколько луковиц и складывая их в плетеные пластиковые мешки, где они будут дозревать, пока не придет время везти их на рынок. Повезем ли мы их в этом году в мусульманские деревни? Каждый задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Когда нам попадалась гнилая луковица, мы морщились, недовольно кряхтели, зажимали носы и двигались дальше. Работа была скучной, и поэтому мы обсуждали слухи, подшучивали друг над другом, рассказывали истории, которые слышали уже миллион раз. Моя сестра Атки, главная шутница в семье, вспомнила, как я выглядела, когда выбежала на дорогу перед машиной. Тощая деревенская девчонка с налезающим на глаза шарфом, отчаянно размахивает палкой над головой. И мы буквально падали от смеха. Чтобы разнообразить работу, мы придумали соревнование, кто соберет больше луковиц. Так же, как несколько месяцев назад соревновались, кто посадит больше семян. Когда солнце стало клониться к закату, мы вернулись домой, чтобы вместе с матерью поужинать на дворе. А потом улеглись на постеленных на крыше матрасах плечом к плечу и стали разглядывать луну и перешептываться, пока всех нас не сморила усталость. Тогда мы не догадывались, зачем похитители взяли животных: курицу с цыплятами и барана с овечкой. Выяснилось это позже, почти 2 недели спустя после того, как Коччу и большую часть Синджара захватила ИГИЛ. Один боевик, загонявший все население Коччу в здание школы, объяснил это женщинам так: «Вы говорите, что мы явились неожиданно? Словно ниоткуда? Но мы подавали вам знаки», — сказал он, размахивая винтовкой. «Мы взяли курицу с цыплятами, чтобы вы поняли, что мы заберем ваших женщин и детей. Баран – это глава вашего племени. И когда мы убили барана, это значило, что мы намерены убить ваших предводителей. А молодая овца – это ваши девушки».
Надия Мурад. Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с исламским государством.